Здравствуйте! Смотрите в сегодняшнем выпуске. В городе Аркадак пройдет первый международный инвестиционный форум. В Туркменистане отмечается День работников культуры и искусства. Конференция, посвященная наследию Авиценны, прошла в медицинском вузе Туркменистана и другие новости. 30 июня в городе Аркадак состоится первый международный инвестиционный форум под названием «Аркадак. Умный город», организованный Союзом промышленников и предпринимателей Туркменистана. Форум призван объединить как можно больше заинтересованных лиц для демонстрации инвестиционного потенциала первого в Туркменистане города государственного значения. На полях Международного инвестиционного форума также будет организована выставка продукции, изготовленной туркменскими предпринимателями. Сегодня в Туркменистане отмечается День работников культуры и искусства, а также поэзии Махтумкули и Фраги. По этому случаю президент Сердар Бердымухамедов поздравил соотечественников, работников культуры и искусства. Знаменательные события в жизни нашего суверенного Отечества вдохновляют работников культуры и искусства на созидательный труд, великие свершения и создание новых произведений. Значителен их вклад в продвижение исторических преобразований в стране и повышение ее международного авторитета в эру возрождения новой эпохи могущественного государства, говорится в обращении президента Туркменистана. Научное наследие Абу Али ибн Сины стало темой научно-практической конференции в Государственном медицинском университете Туркменистана имени Мурата Гарыева. Абу Али ибн Сина – один из влиятельных ученых средневекового мира, получивший широкую известность в Европе под именем Авиценна. Он создал более 450 трудов в 29 областях науки. В рамках научно-практической конференции «Медицинское наследие Абу Али ибн Сины. Флагман наших национальных ценностей» представлены исследовательские работы студентов и молодых преподавателей вуза. В Дюссельдорфе с 26 по 29 июня пройдет День туркменского бизнеса. Для участия в форуме по обсуждению вопросов нефтехимии, строительства и текстильной индустрии в Германию отправилась туркменская делегация в главе с председателем торгово-промышленной палаты страны Давлетгельды Реджеповым. В ходе мероприятия немецкие деловые круги получат возможность ознакомиться с экономикой Туркменистана, его экспортным потенциалом, внешнеторговой и инвестиционной политикой, а также задачами внедрения инновационных технологий в производство. 29 июня в ходе церемонии открытия города Аркадак гостей ждет насыщенная культурно-развлекательная программа. Праздничный парад будет проходить с утра, в течение дня состоятся выступления песенно-танцевальных коллективов. Вечером же всех участников церемонии открытия ждет эффектное зрелище шоу дронов. В честь Нового года будет дан масштабный фейерверк и состоится праздничный концерт. Паломничество мусульман в Мекку в 2023 году может стать самым массовым в истории. В Саудовскую Аравию уже прибыло около 2 миллионов человек и ожидается прибытие еще 500 тысяч. Впервые за последние 3 года хадж проходит без санитарных ограничений. Немецкая компания Statista составила рейтинг самых распространенных языков в мире. На первом месте ожидаемо оказался английский язык. На нем говорит около 1,5 миллиарда человек, и он является официальным в 40 государствах и самым популярным иностранным языком для изучения. На втором месте китайский, третье место занял хинди. В следующую тройку самых распространенных языков вошли испанский, французский и арабский. Туркменские волейболисты завершили выступление на Кубке наций КАВА-2023 среди мужских команд победой над Ираном со счетом 3-2. Борьбу за медали турнира вели 7 команд. По результатам проведенных туров победителем турнира стала сборная Ирана. Второе место заняла команда Киргизстана, бронза у волейболистов из Монголии. Лука Модрич продлил контракт с мадридским Реалом до лета 2024 года. Хорват присоединился к Реалу в 2012 году и за 11 сезонов в клубе стал обладателем 23 титулов. В прошлом сезоне Модрич сыграл в 51 матче во всех турнирах за сливочных, забил 6 голов и отдал 6 результативных передач. Барселона подтвердила подписание полузащитника Гюндогана. Немецкий хавбэк подписал контракт с синегранатовыми на 2 сезона с возможностью продления еще на 1 год. С 2016 года Гюндоган выступал за английский Манчестер Сити, где он 1 раз выиграл Лигу чемпионов, 5 раз стал победителем чемпионата Англии и дважды национального кубка. В минувшем сезоне Гюндоган сыграл 51 матч, забил 11 голов и отдал 7 голевых передач. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.